Че кричишь? Потихоньку так собирать будем. Ковш поставляешь, ставишь ковш так и черные, как это, темные ягоды. Сколько там, наверное, довезла нас старушка Восход. Давно уже не ездили. Пробираешься? Давай пойдем посмотрим. Сегодня опраться клюква у нас будет. Здесь уже все. Тропа такая, бля, перетоптана. Вот и наше болото на горизонте. Весной тут мы уток стреляем, а сейчас за клюквой приехали. Вот наш шалаш. Вот весенняя охота тут у меня. Такая спинка, пенопласт там, чтобы спина не мерзла. Гильзы в пакете. И вот на этом месте, на этом самом месте и охота у меня. Короче, здесь я охочусь весной. Комфортно, однако, да. Да, ни ветра, ни дождя не выпадает. Вот такая маскировка. И если не полениться, тут сено скосить, вообще вода дольше будет держаться. Ну пошли. Как смотрится шалаш. Везде вон рюкзаки висят. И здесь, вон, и там. Короче, кругом люди. Все уже перетоплено. Что уже смог, собрал. Как олени, все поотдавали. Штучные ягоды видны. Кругом люди. Чувствуем себя как-то, как будто мы лишние здесь. Иди, говорю, быстрее. Дальше сходим. Может там подальше что-нибудь осталось. Вон. Ягоды, в принципе, есть. Мало, очень мало. Ради этого останавливаться уже не будем. Давай сразу обойдем что-нибудь. Побольше расстояния посмотрим. Чего, погуляем. Лучше будем спать после прогулки. Вон тут можно пособирать. Давай здесь остановимся. Вот тут ягоды есть вроде. Кусочек для нас оставили, но мелкие. Очень мелкие. Иногда бывает встретишь бруснику, и то больше. Крупнее. Давай пособираем. С утра он дождь был сегодня. Наверное, и ночью был, шел. А сейчас разыгралась погода. Солнце жарко. Че кричишь? Уже где-то полкилометра от дороги отошли. Собираем потихоньку. Быстро не получается. Сколько мусора. Собираю ковшом. И вот клюква. Здесь такое болото. Не маленькое. Скажу, даже среднего размера. А и там вот за этим леском, там уже вообще, там уже такое поле начинается. И размером, ну, пару кварталов наверное, где-то. Потихоньку так собирать будем. Нелегкая работа. Клюкву собрать. Нелегкая работа, говорю, ягоды собирать. Можно так руками или можно и ковшом вон. Ковш поставляешь, ставишь ковш так и разгон так. Клюква сразу летит. Клюква летит сразу в ведро. Вот так.
Ну, это двумя руками надо работать. Сейчас пока я снимаю, буду обычным способом ягоды собирать. Вот так. Но мало их. Такими местами, кучками придет там. Берешь и дальше. Не знаю, на камеру как там. Вон они. Красавцы лежат. Некоторые недоспелые еще. Ну, уже темные. Темные, красивые. О, вот так. Вот так выглядят они в сентябре. Где-то еще полмесяца и вообще супер будет. Но заморозков не было. Вот из-за этого еще дольше они созревают. На сегодняшний день сколько? 53 рубля или сколько клюква стоит? Может, уже подняли цену повыше. Или позавчера мы узнавали, или вчера? Вчера узнавали. 53 рубля. Вчера у нас было 10 сентября. Вот так. Собираем. Какая куча. Пошли, наверное, люди мимо него. Давай, собирай. Собирай, как ты умеешь. Вот. Давай, давай, жестче, жестче. Не жалей их. Они не мнутся, не крепкие. Давай, как тебе удобно. Как тебе лучше? Руками или ковшом собирать? Где как? Ну, здесь вон трава и вот тут уже чуть-чуть белая, полуспелая. Не доспелая еще, короче. И вон в траве надо искать. Сами так добираешься пока до ягод. И вот так собираешь, короче. Ну, он не доспелая. В принципе, все принимают. Без разницы. Хоть спелая, хоть не спелая, лишь бы несли и побольше. Все хотят приемщики заработать, и кто сдает. Так, еще до главного болота еще сходим и будем обратно возвращаться, там кружок сделаем. Перешли мы в этот лесок. Сейчас уже находимся на основном болоте, а вот там за этими деревьями вообще поляна, пустырь такой. И для охоты на гусей там места великолепные. Главное, чтобы гуси летели. И вот тут как выглядит ягоды. Местами тоже мелкие. Мелкие, как брусника. Есть такие кучки. Но собирать дольше, конечно. Чем крупнее, тем быстрее собирать. И сколько ни ходи, везде кругом одинаково. Везде так мелко и местами вообще не сплошное. Там раньше бывало года, на болото зайдешь и там кругом. Но пустым все равно не уйдем, вон уже пол ведра. Сколько? Полчаса, может, минут 40, наверное, уже собираем. У тебя там тоже накапливается или как? Еще, да. Ветер поднялся. Тоже, как бы разведкой люди ходят, там одиночные тропки есть. Проходят проходным. Но, видимо, тут еще не собрали. А там вообще там болото, конечно, очень большое. Еще где-то с полкилометра, наверное, туда, если зайти, там вообще пустырь такой, как взлетная полоса. И весной гуси тоже там отдыхают.
Здесь я дрова делал, запас даже и на 2 года на этим баловался, потом надоело. Все равно этих гусей надо подготавливаться к этой охоте. Так, продолжаем собирать. Собирать и собирать. Вон. Черные, как это, темные ягоды. И мелкие. Много их, но мелкие. Ведра. Еще одно ведро соберем или хотя бы половину. Домой. Твою сейчас еще пол ведра. Вообще урожая мало. Где клюква, там уже следы. Все накоптано. Ни разу уже не одну неделю надо собрать. Вот. Почти рюкзак. Что, дела идут. Дела идут. Идем дальше собирать. Еще часик поработаем и обратно домой. Люди все вроде рассосались. Никто, кроме нас, здесь уже никого не видим вообще. Только мы с Никитой собираем. Ходим туда-сюда. Пойдешь там метров 20, и опять кучка. Опять пособираешь. Вот они. Солнце куда-то спряталось, а уже вечереет. Уже потихоньку обратно выходим. Вот зашли вон с того угла и заходили вон в центр болота и уже обратно вот. Короче, вот такой, вот здесь такой кружок сделали и выйдем на дорогу. И по дороге уже будем возвращаться. Это уже второе ведро. Меньше половины пока. Мелкая, да? Ну как там у тебя, ну-ка покажи. Тоже так же, как и у меня. Даже больше, у тебя дно шире. А вровень там шишки. Третья часть. Вес. Главное вес. Сейчас здесь передохнем и дальше пойдем. Тут следы собак или лиса. А у нас собака тут бегала. Лисы в этом году очень много. В город езжу, там каждую поездку лису вижу. Один раз заезд тоже на дорогу выходил. Второе ведро наполнили. И немножко все надоело, наверное. Больше не будем сегодня собирать. 2 ведра хватит. Выйдем. Сейчас уже скоро футбол начнется. Наверное, надо футбол смотреть тебе. А? Сколько там? Наверное, часа 3, наверное, собрали сегодня. 10 литров примерно будет. Вот такая клюква. Мелкая. Смотри, поближе. Мелкая, не крупная. Где-то 28 калибра пули, если сравнить. В общем, все на сегодня. Больше не будем нам собирать. Идем обратно домой. Футбол смотреть. Осталось-то уже последние метры. Последние десятки метров. Вот тут тоже вот
все весной водой наполняется, заливает все. И уток можно здесь тоже сидеть, ждать. Просто надо вот это сено надо скосить заранее. К весне готовиться. К весенней охоте. Вот тут уже тропа. Люди здесь ходят. Но в этом году не так много воды на болоте, как обычно бывает. Даже в болотных сапогах приходится по болоту ходить за клюквой. Но сегодня вон налегке мы в маленьких коротких сапогах. И вот видишь, здесь стог раньше стоял. Вот здесь на болоте сено косили и заготавливали. Вот здесь стога были. Между прочим, вот эта трава, которая на болоте растет, больше молока дает, чем обычно на лугах, которые. И вот люди заготавливали сено в этих болотах. Ну, тут уже мы возле дороги. О, видел, какой кружок сделали. И сейчас по грунтовке еще километр, наверное, топать нам до нашего мотика. За футболом с Георгием Черданцем. Сегодня кто играет? Сегодня «Зенит» с Арсеналом. Ох, любитель. Один матч уже профукали. Профукали? Сейчас уже второй тайм идет. Вот чуть-чуть припозднились, пока вышли там с болота. Но ничего, еще самое интересное впереди, успеем. Да и можно в ютубе посмотреть. Запись будет все равно. Ютубе не интересно. Тебе сразу онлайн нужен. Самый свежий матч. Видел, листья так желтеют, но заморозка пока нету. Вообще заморозка нету. И сегодня мужики говорили, что уже утки появляются, начнется, наверное, перелет. Я так и ожидал, что где-то в числах 15-го она будет. В общем, будем на охоту скоро ходить, на уток. Вот он, долгожданный юджит пожем. Одиночка стоит уже 100 лет. Не вырубили, дорогу стороной обошли, а его оставили. И до сих пор он стоит. И вот наш мотик, дошли наконец-то. Сейчас будем заводить и поедем. Поедем на этой старушке. Поедем. Кто досмотрел, спасибо. А мы поедем домой. Вот такой поход получился у нас.